Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня наш гость – руководитель Центра кочевого образования Института родных языков Российской Федерации Ситникова Наталья. Наталья Васильевна, я вас приветствую. Здравствуйте. В нашей республике 13 февраля отмечается День родного языка и письменности. На 21 февраля – Международный день родного языка. Скажите, какой из этих дней более важный именно для вас? Международная общественность в лице Организации Объединенных Наций учредила этот праздник. У нас имеется небольшая разница между смысловыми значениями праздников. Первый день, 13 февраля, это День родного языка и письменности родных языков Якутии. А 21 февраля – это Международный день многообразия всех языков. Такое значение имеет. Поэтому мой ответ, что эти два праздника оба важны для нас. Не так давно Институт национальных школ республики переименовали в Институт родных языков Российской Федерации. Название института говорит само за себя. Расскажите, чем конкретно планирует заниматься якутский филиал института? Вы знаете, мы и раньше занимались проблемами языков. Научные исследования велись в отношении якутского языка, языка саха и языков коренных малочисленных народов. Как создавать речевую среду, как формируется двуязычие, полилингвальное образование, как создается в наших школах и дошкольных учреждениях. И с прошлого года в институте ведутся разработки кочевого образования. Когда мы стали филиалом Федерального института родных языков народов Российской Федерации, наши темы остались такими же, то есть государственное задание пока не поменялось. Институт занимается только родными языками и пока занимается еще кочевым образованием, поскольку мы считаем, что оно важно для того, чтобы языки сохранились в естественной среде. Но вот говоря о кочевом образовании, вы руководите Центром кочевого образования. Скажите, много ли детей сейчас в кочевых семьях? И недавно еще была такая информация, министр просвещения Кравцов Сергей Сергеевич заявил, что кочевым школам будет оказываться материальная и методическая помощь. Какие планы в этом направлении? Вы знаете, мы ведем мониторинг кочевого образования, то есть образование тех детей, которые зарегистрированы в кочевых семьях и представляют коренные малочисленные народы Севера Сибири и Дальнего Востока. И мы выявили, что около 7 тысяч детей сейчас в таких семьях зарегистрировано. То есть это родители оленеводы, охотники и рыбаки, которые ведут традиционный образ жизни. И получается, что где-то 4 тысячи детей находятся в кочевых семьях прямо в местах их проживания в тундре, в тайге. Это в основном дошкольники. А школьники большей частью обучаются в школах-интернатах, особенно большие контингенты детей. Это на Ямале. И, конечно, есть в других 7 регионах, которые занимаются оленеводством. Это Ханты-Мансийский округ, Чукотский, Таймырский округ Красноярского края, конечно, в нашей республике, в Амурской области. То есть получается, что где-то 300 человек, детей, только посещают конкретно кочевые школы и кочевые дошкольные группы. Вообще такого и понятия-то нет в статистике, в системе общего образования Российской Федерации, поэтому мы ведем работу, чтобы узаконить это явление. Россия – государство многоязычное. Расскажите, как обеспечено и организовано изучение родных языков в детских садах и школах? Наш институт ведет мониторинг всех языков во всех школах и дошкольных учреждениях. И выявлено, это есть такая статистика официальная, что из 200 языков, и диалектов, которые есть в Российской Федерации, только около
70 языков изучаются в школах. Это не связано с тем, что у нас не сохранились большие количество людей, которые говорят на языке. Есть очень малочисленные языки, но в местах традиционного проживания есть школы и дошкольные учреждения, в которых детей обучают языкам. Понимаете, у нас ситуация такая, что дети не говорят в семьях. Очень мало носителей языка и семей, где говорят с детьми на их родном языке. Это самая главная проблема, касается она всех в Российской Федерации. Единственный регион, где есть дошкольное воспитание в семье на родном языке, мы считаем, что это в Ямало-Ненецком автономном округе, поскольку у них, наоборот, проблема того, чтобы к школе подготовить детей и чтобы они знали русский язык. У нас этого нет. У нас есть только несколько деревень, насляков, где в школах изучается, обучают детей на родном языке. Можно назвать Себянкюль, Березовка, Иенгра. Ну, есть небольшие островки такие, где изучаются как предмет в начальной школе. Ну, получается только около 40 школ, где изучается родной язык коренных малочисленных народов. Хочу сказать, что большинство коренных малочисленных эвенов проживает в Республике Саха. К сожалению, ситуация такая, что процесс идет как бы не очень быстро, возвращение языков. Вообще это мировая проблема, и ученые очень много спорят, нужно ли и можно ли сохранить такие языки, которые заснули в своем развитии, когда осталось несколько старейшин, которые говорят на родном языке своем. Как вы считаете, а можно ли сохранить родные языки, если все-таки изучать их в школе? Ну, мы считаем, что можно, поэтому и вся работа наша проводится, и государственная политика в сфере образования направлена на то, чтобы в школе сохранялся родной язык как предмет в составе раздела филология. И, конечно, чтобы он велся в таких же объемах, как любой другой язык. К примеру, в Андрюшкино юкагирский язык преподается в объеме 5 часов в неделю. В начальной школе специально выделен учитель юкагирского языка. И, конечно, это самый лучший пример, который можно привести для всего мирового сообщества. То же самое в Себянкюле. В остальных населенных пунктах такого, к сожалению, у нас не получается. Есть у нас обязательные часы для преподавания. Это 2 урока родного языка и 2 урока родного языка и 1 урок литературного чтения. Вот мы должны добиваться, чтобы в каждой школе это было. Но понимаете, для того, чтобы это было в практике обучения, нужно, чтобы каждый язык был обеспечен учебно-методическими комплексами. Все советское время эта работа велась как бы с центра, поскольку у нас было издательство одно, федеральные средства выделялись целенаправленно на эту проблематику. Мы не задумывались, откуда учебники идут. У нас были, конечно, свои авторы, и они работали напрямую с издательствами в Санкт-Петербурге и в Москве. Но с тех пор, как региональным полномочиям стало обеспечение и создание условий для воспитания и обучения детей на родных языках, и это полномочие было передано регионам, то ситуация очень медленно, но выправляется. Вот сейчас у нас есть несколько проектов, которые мы продвигаем на российском уровне с тем, чтобы дальше в регионах это транслировалось. Это самый такой хороший проект — это «Дети Арктики», в которых мы продвигаем издание комплектов по родным языкам до 9 класса. Это только на языках народов Севера. И можно сказать, что дело сдвинулось. В этом году
уже сообщали многие средства массовой информации, что по инициативе Республики Саха-Якутия на федеральном уровне одобрили этот проект, и он будет внедряться с участием нескольких партнеров. Это Министерство просвещения Российской Федерации в лице нашего Института родных языков народов Российской Федерации, Минвостокразвития, у них есть тоже раздел по поддержке районов Арктики, и региональные органы государственной власти, которые тоже должны участвовать в этом проекте. Понимаете, вот школа — это единственное место, где официально мы можем это вести. Но есть еще проблема с дошкольными образовательными организациями, поскольку дошкольный уровень был только недавно передан государству, и сейчас мы имеем возможности для того, чтобы обязать дошкольные образовательные организации обеспечить воспитание и обучение на родных языках детей. Это очень важно, и это мировая цель, чтобы обучение и воспитание детей младшего возраста проводилось на родных языках. Если мы осилим эту проблему, то у нас в дальнейшем будет как бы только прогресс и будет решение проблем. В ноябре прошлого года в Якутске проводился межведомственный координационный совет по вопросам образования коренных малочисленных народов. Расскажите по итогам этого совета, какие появились планы по решению поставленных задач на самое ближайшее будущее. На этом совете самое большое внимание было уделено кадровому обеспечению обучения детей на родных языках коренных малочисленных народов и вообще подготовки педагогов для этих целей. Вы знаете, был составлен целый план для того, чтобы решить эту проблему. Мы с нашей стороны тоже предложили такую альтернативу, как массовое повышение квалификации всех преподавателей родных языков и дополнительного образования по информационным технологиям и по родным языкам. Вообще нужно ввести в учреждениях профессионального образования, которые готовят педагогов, модули по родным языкам. Это, например, очень хорошо делается в других регионах, но не очень-то хорошо продвигается в нашей республике, несмотря на то, что мы были инициаторами концепции обновления национальной школы. Тогда очень хорошо мы начинали это делать. И у нас был опыт в Нижнеколымском колледже, когда готовили учителей начальных классов со знанием родных языков. И вот в этом году Якутский педагогический колледж взял на себя такое обязательство, чтобы готовить чум-работниц, из них готовить учителей и воспитателей дошкольного образования. Да? То есть это будет очень хорошо, поскольку матери, которые работают в кочевых семьях и работают в отрыве от населенных пунктов, они не могут выезжать на очное обучение, и нужны обязательно такие программы, чтобы их готовить заочно, чуть ли не с выездом прямо на места. Поскольку для нас это не такая большая проблема, нам может быть достаточно 5-10 человек обучить, а, например, на Ямале там представьте, сколько детей кочуют без дошкольного образования. У них организована только подготовка к школе, это в летний период. Поэтому проблема, она как бы российская есть, и вот ее нацелены решать. Это один момент. Второе направление — это обеспечение целевыми местами детей, которые из мест проживания коренных малочисленных народов. Особенно это касалось учреждений высшего профессионального образования. Это, конечно, хороший план, но хорошо бы, конечно, чтобы дети были достойны того, чтобы там быть и обучаться. Не секрет, что есть проблемы с интернетом, с качеством образования именно в этих местах. Мы изучили также вот доступность качественного образования в смысле обеспечения интернетом и доступом к онлайн-обучению в арктических регионах Ямала, Якутии, и сравнили с другими регионами. Да? Получилось, что как бы в целом вся республика хорошо
обеспечена интернетом, особенно в центральной части и местами на севере, где есть оптоволокно. А там, где спутниковый интернет, я помню, в свое время мы сами тоже вводили, где-то 150 школ обеспечили спутниковым интернетом. Но он очень дорогой, и поэтому сейчас нужно пересмотреть нормативы финансирования, утвердить перечень необходимого оборудования для того, чтобы обеспечить кочевые школы. А в кочевых школах тоже возможен же интернет, и тоже возможно обучение дистанционное. Можно же его не только онлайн делать, а офлайн. И частично они могут передавать задания и получать контрольные работы и так далее через интернет. В некоторых районах это есть, например, в Момском, в Оленёкском есть такие пилотные проекты. Нам бы хотелось, чтобы это было повсеместно. И, конечно, и третье направление плана — это обеспечение учебно-методическими комплексами, о которых я уже рассказала. В этом году мы планируем по линии нашего института подготовить комплекты по якогирскому языку, по обоим диалектам. Сейчас такая проблема научная тоже, что якогирские языки, они разные языки два, или это два языка, или это один язык, но в двух деревнях разный. Это надо нам решить, подготовить заключение со стороны лингвистов, поскольку в реестр федеральный теперь включается только один комплекс. Если до этого года туда включали все диалекты, то сейчас, значит, ситуация такая, что они хотят принимать туда только один язык, один комплект. Это, конечно, будет нам тоже как направление работы, потому что нужно это, конечно, упорядочить. И сегодня я еще хочу сказать, что у нас есть долганский язык тоже с особенностями Якутии, есть чукотский язык с особенностями Якутии. По ним наш институт готов разработать эти комплексы. И по другим языкам, которые имеют общероссийский или межрегиональный характер, как эвенкийский во многих регионах, эвенский тоже в нескольких регионах изучается этот язык, то, конечно, будет это делаться за счет федеральных средств в рамках программ поддержки сохранения языков. Вы знаете, что открыты два фонда целых. Это фонд поддержки развития сохранения языков, родных языков и коренных малочисленных народов. Есть очень много грантов президента Российской Федерации, нашей республики, по которым можно готовить различные программы и проекты. Наталья Васильевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам всего доброго. Желаю всем прекрасного дня. О проблемах сохранения и развития родного языка нам рассказала руководитель Центра кочевого образования Института родных языков Российской Федерации Ситникова Наталья. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.